сосуд. Вот когда объединение, когда мы дружимся, общаемся со мнением, мы тогда какое-то чудо создаем. Например, вы создали функциональный продукт. Вот, например, мы создали функциональный продукт. Слово функциональный мы знаем как-то. Но что такое функциональный продукт, об этом никто не знает. Например, я приведу пример. Вот мы как кушаем, да, у нас настроение поднимается. Вот я вам рассказываю механизм. Когда мы кушаем, в организме кишечнике, особенно 95% серотонин вырабатывается в кишечнике. Для вырабатывания кишечника нужен триптофан, это есть аминокислота. А чтобы триптофан превратились на серотонин, еще нужно 13 микроэлементов и солнечный луч. Вот в Европе пьется виски, знаете, да. Россия пьется водки. Это не зря. У них для расширения сосудов нужно спирт. А спирт у нас тоже в кишечнике тоже вырабатывается. Особенно у младенцев, у маленьких детей в кишечнике естественно спирт вырабатывается. Он тоже расширяет свой сосуд. Вот тогда начинается всасывание. Тогда расширяются сосуды. Тогда у человека поднимается настроение. Вот выделяется энергия. Наши продукты. У нас там есть триптофан в очень большом количестве. И там 13 микроэлементов. Если это там 28 раз. Живете 28 раз. Почему 28 раз? У нас сколько зубов? Из каждого зуба выделяется слюна. Вот 20 раз надо жевать. Просто так глотайте, у вас будет живот вот такой. Вот пророк Мухаммад сказал, я боюсь, последние наши умы, у них много будет живот такой. Но это тоже такая большая история, я рассказываю как-нибудь. Но это функциональный продукт нас обеспечит нас заловить все наши процессы. Человек, если только связывать с едой, это тоже неправильно. Если связывать с таким общением, с фоном, это тоже неправильно. Как вода, как соль должен быть как гармонично. Вот поэтому мы создали один там органический йод. Это в мире нет. Подтвердили, это Европа, это наш ядрофизика, там институт, они подтвердили. 3 года ученые сами не убедились, что там они сами не проверяли. 3 года, в течение 3 года это йод, это очень галоген, улетучивается, а когда остается, это считается органический йод. Чем отличается органический йод с неорганическим? Органический йод мы первый приняли от материнского молока. Это нам уже родной. А который соль обогащает, это не родной. Который мы пьем ядомарин, баланс, это тоже не родной. Когда испанцы приехали, он говорит мне, ты убеди меня, что почему я покупаю от тебя органический. Я говорю, когда у тебя придет гость чужой, ты пускаешь? Он говорит, нет. А когда с мамой приходит, ну, тогда он говорит, не чужой. Он говорит, такой лодка мне рассказывал, можно? Я поднимаюсь с вами, а обратно я поздороваюсь. Вот я, о чем я говорю. Органический это первый толчок. Если не хватает йода, у нас гликолиз не начинается. Мы, да, сидим, мы кушаем, но такое большое дело мы не сможем. У нашего ума тоже нужно, это интеллект, элемент. Да, последний год называется, это элемент интеллекта. Вот мы создали именно органический йод. Чтобы люди не думали, наши дети не думали. Я врач, муж мой врач, мы заставляем, что знаем, что это йод настолько это нужно. Дети не хотят. Зря человек так не мечтает. Зря не мечтает. Мы создали такое. Теперь, чтобы дети не думали, родители не думали, что когда мы кушаем, чтобы микроэлементы что получили. Именно такой функциональный, когда продукт мы создали, выпускали статью международную, да, все из многих стран звонили, дайте наш патент, дайте ваш патент, дайте ваш патент. Тогда мы откроем первый завод в СНГ. Это наш первый завод. Пришел этот президент, открыл наш завод. Сейчас на госзакуп они от нас покупают наши продукты. Раздают детям бесплатно. На 3 миллиона детей.
Вот мы делаем сейчас, Казахстан от нас, как опыт Узбекистана у себя внедряет. Недавно были зимой в Китае, они тоже на 50 миллионов долларов заключили с нами договор. Завтра почему спешим, завтра из Сингапура приезжает. Вот Россия, с Казахстаном, из Кыргызстана вышли, из Таджикистана не вышли к нам еще. Они, да, один человек вышел, он говорит, а 50 само не будет, это подороже, это наши были в пачках печенья. А сейчас мы пускаем муки и такие, утром же видели, это по-вашему не знает, там 3 сомони или 1 сомони, я не знаю, подешевле будет, потому что каждая печенька суточной нормы дается. Дело, мы же проходим, да, от нас должен оставаться какое-то хорошее дело. Я всегда говорю, беруни, овечина, никогда не думали о звании, чтобы получить диплом. Поэтому я там простой директор. Я не стараюсь, чтобы получить это звание. Мне не нужно. Мне лишь бы эта практика осталась. Мне лишь бы вот это дело осталось. А если я думаю о звании, мне Бог не дает такие науки. Вот человек, который со мной рядом, он создал мне условия, он мой супруг, я сказала, когда вот я хочу это делать, он мне сам лично помог, он вложил деньги, сколько денег на это уходит, вы прекрасно сами знаете. Но теперь у нас свои деньги, которые Бог, государство дается. Это жизненная формула. Когда мы потерпели, да, продали даже свои золото, свое имущество, да, чтобы вложили на науки, а теперь нам это не 10 раз, а 100-кратно это приобрели. Поэтому надо вложить. Любое дело не остается без награждения. Я думаю, что я участвую с такими людьми, они жизненно путь проходили. Поэтому ваш опыт, и мы приглашаем в Ташкенте. Я хочу здесь, я думаю, да, я организую такую конференцию, да, доктор Тахрей, вы здесь, который участвует, ваши члены, которые мы еще не знаем, которые здесь не участвуют, приглашайте. Пусть люди увидят, пусть люди знают. Я говорю, когда-то здесь будет, люди стоят на очередь. Это такое место, да, я уже чувствую это, я очень чувствительная, я сама дегустатор, и чувствительность у меня очень хорошо развита. И на очередь будет стоять здесь. Таджикистан так будет развивать, потому что природа Бог дал нам такое. У нас в Ташкенте очень сейчас погода не очень, не нравится, да, экология. А здесь можно мне 10 дней. Если была бы возможность, я здесь приехала бы, чтобы хотя бы 3 месяца пожила бы, чтобы жить долго. Спасибо за предоставление слова.